Руководитель бельгийского филиала Института Конфуция при университете в Риже обвинен в шпионаже и выдворен из страны. Сонг Синин, являющийся профессором отделения международных отношений, был назначен руководителем института в 2016 году. Отныне обвиненный в шпионаже ректор не сможет посетить Бельгию и 26 стран Шенгенской зоны. Согласно информации, полученной от главы поселкового управления Хотанской провинции, во время церемонии поднятия флага, в которой участвовало 500 человек, полицейские задержали 10 уйгуров, в том числе и Турсуна Тохты, являющегося имамом мечети Бостан, расположенной в районе Большого базара. Международные наблюдатели отмечают, что Китай пытается запугать народ Восточного Туркестана, устраивая аресты уважаемых и известных среди народа людей. В университете Риверсон, расположенном в Торонто, прошла конференция под заголовком «Для того, чтобы спасти мир от китайской экспансии, необходимо спасти Восточный Туркестан». Уйгурская активистка Рукия Турдуш осветила уйгурский вопрос и проинформировала студентов о положении Восточного Туркестана. Во время акции протеста, в которой приняли участие 1000 демонстрантов, группа митингующих разгромила офис китайского информационного агентства Синьхуа. Люди вышли на улицу после того, как днем ранее Китай заявил, что усилит контроль над особым административным округом. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что с начала 2015 года в Йемене погибло 4523 суданских солдат. Об этом во время пресс-конференции в Сане сообщил военный атташе хуситов Яхья Сери. Столкновения хуситов и правительственных сил Йемена продолжаются.